Приветствую всех, кто сидит в эфире. Сегодняшняя тема – меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Меня зовут Ядреев Вячеслав Сергеевич. В связи с тем, что слабый интернет, либо его нет, он отсутствует в Копяйском районе, я проведу только для 7, получается, 6 участников. Тем не менее, вы можете посмотреть эфир, вот этот семинар, вебинар в записи на канале YouTube Единого ресурсного центра. Сначала давайте пройдемся по тому, кто является социально ориентированными некоммерческими организациями. Вот у меня на слайде написаны определения некоммерческих организаций и социально ориентированных. Некоммерческие организации – это те организации, для которых извлечение прибыли не является основной целью деятельности и которые не распределяют полученную прибыль между участниками. Это такое общее понятие некоммерческих организаций, куда входят все некоммерческие организации, все юридические лица, которые соответствуют данному определению. Туда входят и муниципальные, и государственные учреждения, туда входят и государственные корпорации и компании. Кто же такие социально ориентированные некоммерческие организации? Это те некоммерческие организации, которые осуществляют свою деятельность, направленную на решение социальных проблем развития гражданского общества. Вот, в федеральном законе номер 7 о некоммерческих организациях в статье 31.1 указаны виды деятельности, их количество 18 видов деятельности, по которым некоммерческая организация может относиться к социально ориентированным некоммерческим организациям. Среди них это социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, охрана окружающей среды и защита животных, охрана и содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение и место захоронения, благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества, деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды ЗОЖ, улучшения морально-психологического состояния граждан, физкультуры, спорта и так далее. Так как в слайд не помещается все 18 видов, я указал только некоторые из них. Помимо этого, регионам можно было увеличивать эти виды деятельности, и в нашем регионе, в Республике Саха-Якутия, появился закон о деятельности, о развитии некоммерческих социально ориентированных некоммерческих организаций. В статье 5 этого закона указаны дополнительно 12 видов деятельности, по которым некоммерческая организация может относиться к социально ориентированным. Это у нас содействие занятости и самозанятости населения, укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, развитие институтов гражданского общества, общественного, в том числе территориального общественного самоуправления, защита семьи, детства, материнства и отцовства, развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных организаций, работающих с детьми и молодежью, содействие развитию добровольной пожарной охраны, содействие охране правопорядка, содействие развитию спортивного, социального и экологического туризма, осуществление деятельности в сфере независимой оценки качества услуг и другое. Какие бывают формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций? Это у нас финансовая поддержка, имущественная, информационная, консультационная. В области подготовки дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. Предоставление льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов. Вкратце могу рассказать отличия поддержек, то есть
Чем они отличаются? Информационная и консультационная поддержка подразумевает под собой предоставление какой-либо информационной поддержки путем предоставления бесплатного эфира в государственных средствах массовой информации, в государственных телерадиовещаниях, учреждениях. Бесплатный эфир, бесплатную печатную площадь. Консультационная – это предоставление консультаций бесплатных от государственных и муниципальных органов. Имущественная поддержка – это у нас предоставление от государственных и муниципальных государственных органов имущества в пользование, во владение и пользование, но никак не в собственность, для той цели, ради которых была создана некоммерческая организация. Ну, остальные в области подготовки дополнительного профессионального образования здесь комментировать нет необходимости. Предоставление льгот по уплате налогов тоже. Там я дальше могу рассказать об этом. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством, предоставление юрлицам, оказывающим материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборам. Те некоммерческие организации, которые помогают социально ориентированным некоммерческим организациям, идет поддержка со стороны государства в виде льгот в сфере налоговых сборов. Вот самая ключевая поддержка у нас является финансовая. Все вы, наверное, слышали про гранты и субсидии в виде денежных ресурсов. И самая у нас распространенная финансовая поддержка – это через гранты, фонды президентских грантов. Также существуют гранты главы Республики Саха-Якутия. Может, кто слышал, есть благотворительный фонд Владимира Потанина, фонд Тимченко благотворительный. Помимо этого есть народный бюджет городского округа, город Якутск. Также есть остальные частные фонды, даже есть международные организации, например, вот Google у нас указано, и так далее. Вам необходимо самостоятельно, вы можете самостоятельно находить в интернете грантодателей и, изучив их правила, положения, участвовать в них в соответствии, если вы соответствуете правилам своему направлению деятельности. Какие были осуществлены налоговые льготы в сфере поддержки для некоммерческих организаций? С 2011 года был введен социальный налоговый вычет в сумме пожертвований, перечисленным гражданинам, социально ориентированным некоммерческим организациям. Расширен перечень целевых поступлений на содержание некоммерческим организациям и ведение ими уставной деятельности, не учитываемых при определении налоговой базы. Предоставлена возможность осуществлять пополнение целевого капитала некоммерческим организациям. Освобождены от НДС услуги по поддержке и социальному обслуживанию несовершеннолетних детей, граждан пожилого возраста, инвалидов и иных лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Безвозмездное оказание услуг по производству или распространению социальной рекламы освобождено от налогообложения налогом на добавленную стоимость и включено в состав прочих расходов. Как вы знаете, в этом году произошло событие, связанное с пандемией коронавируса, и многие пострадали, а именно малый и средний бизнес, в том числе и некоммерческие организации. И государство поддержало малый и средний бизнес, в том числе и некоммерческие организации. Какие меры поддержки были оказаны правительством Российской Федерации во время пандемии коронавируса? Первое – это было снижение количества контрольных мероприятий всех некоммерческих организаций. В 2020 году в отношении некоммерческих организаций будут проводиться только внеплановые проверки на основании причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Это коснется всех некоммерческих организаций численностью не более 200 человек по состоянию на 2019 год, за исключением политических партий и организаций из реестра иностранных агентов. Основание – постановление правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года за номером 438. Вторая мера поддержки – это отсрочка арендной платы. Льготные условия и перенос срока оплаты аренды по договорам государственного муниципального имущества, в том числе уменьшение размера арендной платы с учетом того, что арендатор фактически не осуществляет свою деятельность из-за пандемии, а также с учетом нерабочих дней, установленных указами президента Российской Федерации. Штрафы, проценты или иные меры ответственности не применяются. Основание постановления правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года за номером 439. Третья мера – это освобождение от уплаты неустойки, штрафа или пени при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по государственным контрактам. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств из-за пандемии поставщик вправе ссылаться на это как на основание, освобождающее его от уплаты неустойки, а заказчику предоставляется право при осуществлении закупок до 31 декабря 2020 года не требовать от исполнителя исполнения контрактов и гарантийных обязательств из-за последствий пандемии. Также особый порядок взыскания неустойки за несвоевременную и неполную оплату коммунальных услуг. Особенности взыскания неустойки по оплате услуг по договорам о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении до 1 января 2021 года. Возможность проводить собрания высшего органа управления организации путем заочного голосования. Некоммерческим организациям предоставлена возможность проводить собрания высшего органа управления путем заочного голосования по вопросам образования органов некоммерческой организации и досрочного прекращения их полномочий, утверждения аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации. По остальным вопросам исключительной компетенции высшего органа, к сожалению, такую возможность не представили. Меры поддержки для фондов. Отменили обязательный аудит фондов, являющихся социально ориентированной некоммерческой организацией за 2019 год. Далее. Министерством экономического развития, это уполномоченный орган Российской Федерации, который формирует реестры социально ориентированных некоммерческих организаций. Были сформированы два реестра. В первый включились социально ориентированные некоммерческие организации, которые с 1 января 2017 года являлись получателями субсидий и грантов, получателями грантов президента Российской Федерации, поставщиками социальных услуг, исполнителями общественно полезных услуг. Во второй реестр вошли частные образовательные организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность, благотворительные некоммерческие организации, представившие в Минюст отчетность по формам ОН-1 и ОН-2 за 2017-2018 годы, некоммерческие организации из перечня организаций, гранты которых предоставляются для поддержки науки, образования, культуры и искусства и не подлежат налогообложению. Для вот этих некоммерческих организаций, которые были включены либо в первый, либо во второй реестр, предоставлены дополнительные меры поддержки в связи с пандемией. Освобождение от налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов в государственные небюджетные фонды за второй квартал 2020 года. Расширение налоговых стимулов участия в благотворительности юридических лиц. Юрлицы, оказывающие благотворительную помощь некоммерческим организациям, получают налоговые льготы. И льготные кредиты по ставке 2% для некоммерческих организаций. До обеда проводился вебинар, который проводили Ольга Вешникова и Анжелика Тупицына. И на этом вебинаре были заданы вопросы, один из которых являлся по целям ресурсных центров, какие именно нужно указать цели ресурсных центров в уставе некоммерческим организациям. И я предоставляю вот два вида целей, которые можно указать в уставе некоммерческой организации, которая будет являться ресурсным центром для поддержки некоммерческих организаций у себя на местах. Это развитие некоммерческого сектора экономики, формирование условий для создания и развития некоммерческих организаций, гражданских инициатив, волонтерских объединений, например, в
в Кобяйском улусе Республики Саха-Якутия, либо в каком-либо местном самоуправлении. Либо вы можете написать «Содействие развитию некоммерческих организаций и реализации государственной политики по поддержке социально ориентированных некоммерческих и развитию институтов гражданского общества». Смысл этих двух целей одна и та же. Образовательная деятельность общин коренных, это тоже относится к вопросу, который был задан до обеда, на вебинаре до обеда. Вправе ли общины коренных малочисленных народов заниматься образовательной деятельностью? Проконсультировался с Министерством юстиции и дали ответ, что да, могут заниматься деятельностью, образовательной деятельностью, в случае, если эта деятельность, образовательная деятельность является лицензированием. Если вы хотите лицензировать эту деятельность, то необходимо в уставе прописать вот эти вот сведения, которые указаны на слайде. Что община вправе осуществлять образовательную деятельность по программам профессионального обучения, либо образовательным программам дошкольного образования и дополнительным образовательным программам, и что для этой деятельности в ее структуре, в структуре общины коренных малочисленных народов создается специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым организацией, осуществляющей обучение. Если же образовательная деятельность не подлежит лицензированию, да, тогда вы можете в уставе просто прописать о том, что община вправе заниматься обучением, курсами для какой-то категории лиц коренных малочисленных народов. И тогда вы можете заниматься образовательной деятельностью. На этом у меня все. Если у вас возникли вопросы по мерам поддержки, вы можете обращаться в единый ресурсный центр письменно, устно. Вот телефон указан администратора 701-082. Также хочу обратить внимание, что вы можете всю информацию о деятельности некоммерческих организаций, обучающие семинары посмотреть на канале YouTube, YouTube-канале Единого ресурсного центра, а также в Инстаграме. На этом я прощаюсь. До свидания. До следующих встреч.